Сәлем себе! Здравствуйте, меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы увеличить свой лексикон казахского языка и постепенно начать понимать и разговаривать на нем. В каждом видео я демонстрирую способ, который помогает это сделать достаточно легко, быстро и эффективно, с результатами. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как арман. Арман с казахского – это мечта. Произношение слова арман несложное. Это мечта. Для того, чтобы еще лучше запомнить это слово, я подобрала вам такую картиночку. Я думаю, она вам тоже зайдет. Вот девушка. Явно видно, что она мечтает о чем-то. Это вот арман. Мечта. Посмотрите любую другую картинку, которая у вас ассоциируется со словом мечта. Арман. Теперь, как обычно, мы начинаем составлять русские предложения со словом арман. У меня есть давний арман научиться свободно разговаривать на английском языке. И когда-нибудь я обязательно это сделаю. Арман моей дочки – это получить новый крутой самокат, электросамокат. У меня есть давний арман купить себе наконец-таки машину, потому что права у меня очень давно, а машины до сих пор нет. Еще у меня есть арман создать очень хорошее производство швейных изделий. Прямо очень качественное, очень хорошее, статусное. Вот. И я все равно иду к этой арман. Это как где-то я прочитала, что если вы не можете идти к своей арман, то хотя бы лягте в ее направлении, да? Но это не считается, потому что лежать можно до скончания века и ничего не изменится. Надо предпринимать какие-то энергичные шаги по достижению своего арман. Вот, у меня был арман, последние несколько лет, скинуть вес. И вот в прошлом году я потихоньку начала это делать и скинула достаточно много веса. В принципе, любой арман можно достичь. Главное найти способы и найти технологию достижения этого арман. Но могу вас заверить, что на этой планете есть все необходимые знания для достижения любого арман. Только нужно их искать. Не просто искать, а искать, апробировать. Искать, апробировать. Искать, апробировать. Если этот способ не дает результаты, откидываешь их. А если этот способ дает результаты, применяешь их. У маленького младенца есть, по-моему, единственный арман. Это покушать и чтобы мама была рядом, чтобы чувствовать ее, нюхать ее запах и ощущать себя в безопасности. В начале жизни, я думаю, люди в большей степени создают арман, как-то мечтают, вернее, делают арман, пытаются как-то много арман себе загадать, да? Вот, постепенно, по мере того, как жизнь нас чуть-чуть прижимает, поджимает, бьет по голове или не по голове, это шутка, конечно. Вот, люди все меньше и меньше создают арман, все меньше и меньше обращают внимание на свой арман и в какой-то момент полностью отказываются от всяческих арман. Но я вам предлагаю возобновить, создавать арман.
вы посмотрите, как состояние ваше внутреннее изменится, как вы станете себя чувствовать моложе, сильнее, энергичнее. Потому что человек получает только то, о чем он создает арман. Если человек говорит: ой, нет, 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 я никогда в жизни не сброшу вес, к примеру, как в моем случае, да, он, конечно, не сбросит. А если он говорит: нет, я все равно добьюсь, нет, я все равно найду какую-нибудь хорошую диету или систему питания и сброшу вес, и у него больше возможностей достичь своего арман. Поэтому создавайте свой арман. Даже если этот арман кажется вообще несбыточным, создавайте самый невероятный арман в своей жизни. И посмотрите, как ваша жизнь, как ваше внутреннее состояние начнет улучшаться. Это были предложения, но эти предложения отражали мою точку зрения на жизнь. Вот, составляйте свои собственные предложения, полноценные предложения со словом арман до тех пор, пока вы прям почувствуете, что это слово становится вашим, что вы его не забудете и что вы его сможете использовать уверенно в будущем. Никогда не забудете. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня, комментируете, пишите лайки, ставите лайки, пишите свои мысли, пишите, что у вас получилось, какие у вас были победы, какие у вас были достижения. Может быть, что-то изменилось в отношении казахского языка. Мне это очень важно. Мой арман – это облегчить вам изучение и запоминание казахского языка и казахских слов. Сау болыңыз. До свидания.